الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين. Алхамдулилля, дорогие братья, продолжаем с вами изучение суры Аль-Бакара. И последний аят, который мы с вами прочитали, это 43-й аят суры Аль-Бакара. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Устаивайте молитву, выплачивайте закат и совершайте поясной поклон вместе с теми, кто его совершает. И указали на то, что здесь, в этом аяте, وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, выстаивайте молитву, выплачивайте закат, собраны два поклонения. Ас-саля, намаз, это поклонение телом, и закат – это поклонение, выдаваемое из имущества, которым человека Аллах Субхану ва Тааля наделил. И продолжаем. И сегодня 44-й аят. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ата'муруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна аль-китаба афала та'акилун». Разве вы призываете людей или повелеваете людям благое, но в то же время забываете о себе, тогда как вы сами читаете это Писание? Разве вы не разумеете? Напомним, что на прошлой лекции мы начали с обращения к Бану Исраиль, иудеям. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я бани Исраиля, адкуру ни'мати аллати ан'амту алейкум». О потомки Исраиля, и сказали, что Исраиль – это Яакуб, алейхиссалям, пророк Яакуб, мир ему. О потомки Исраиля, о сыновья Исраиля, помните те милости, которые я вам оказал. То есть мы начали историю, мы от истории Адама, алейхиссалям, перешли к истории, связанной с Бану Исраиль, потомками пророка Яакуба, иудеями. И обращение следует к ним. И вот продолжение этого обращения Аллах Субхану ва Тааля говорит им. И если даже это обращение направлено в первую очередь к ним, оно касается каждого, кто читает эти аяты. Касается каждого, кто читает аяты. О те, «Ата'муруна ан-наса бил-бирри». Разве вы повелеваете людям благое, призываете людей благому, обучаете людей благому, приказываете им совершать одобряемое, но в то же время вот ансауна анфусакум, а сами вы себя забываете. Что значит забываете себя? То есть сами не выполняете тех повелений, которым вы других людей призываете. Но в то же время удивительно ваше положение, потому что «Вантум татлюн аль-китаб» – вы же читаете это Писание, то есть вы обладаете знанием обо всем этом. «Афаля та'акилун» – как же вы не разумеете? И в этом аяте Аллах Субхану ва Тааля описывает, показывает вот это положение человека, который обладает знанием, он изучил религиозные тексты, послания Аллаха Субхану ва Тааля, будь те люди, которые были до нас, иудеи, или же люди нашей уммы, последователи пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Он знает, он изучает, он знает, что полагается за тот или иной поступок, или за то или иное ослушание. И он людей к этому побуждает, обучает, но в то же время сам не выполняет того, что он говорит людям. И вот это действие Аллах Субхану ва Тааля порицает. Аллах это порицает. Так же, как в другом аяте Аллах говорит: «Лима такулуна ма ла таф'алун». Почему вы говорите то, что сами не выполняете?
Кабура макатан. Да, это великое, да, велико это прегрешение, велико это ослушание. И вот это действие, которое люди совершают, когда говорят одно, но при этом этого не совершают. И это грех ослушания, когда побуждаешь других людей, призываешь, но при этом сам ничего из этого не выполняешь. От этого также предостерегал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Есть очень действительно страшный хадис, передаваемый в сборник, он в достоверных источниках сборника имама Аль-Бухари, имам Муслима приходит. Усама ибн Зейд, сподвижник по имени Усама ибн Зейд, ради Аллаху анху, говорит, что в судный день, пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи сказал, что в судный день приведут человека из моей уммы, то есть из числа мусульман, последователей уммы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. И что произойдет? Его внутренности выпустят наружу. Вспорят живот, выпустят его внутренности наружу, и он будет кружиться, ходить кругами вокруг этих внутренностей, которые лежат на земле. Подобно привязанному ослу. И обитатели ада узнают этого человека, придут к нему и спросят у него, что с тобой случилось. Ведь ты же побуждал нас к одобряемому, призвал к благому, но при этом, да, и также предостерегал нас от греховного, от запретного. Что с тобой случилось, почему ты в таком положении? И что он скажет? Он скажет: я вам повелевал, я вас призывал, обучал, наставлял, также вас предостерегал от мерзости и греховного, но сам я этого не выполнял. И вот это особая форма наказания предусмотрена подобным людям. И, конечно же, в первую очередь это касается, да, призывателей, обладателей знания, которые обучают людей, которые проповедуют людям, но также касается каждого человека, верующего человека, который побуждает других людей к совершению благих поступков. Потому что каждый из нас в той или иной мере несет ответственность и должен какую-то часть того знания, которое у него есть, которым он обладает, передавать другим. И начинать это, в первую очередь, с самых близких людей. Семьи, родственников, детей. И, например, родитель ребенка чему-то учит, к чему-то его призывает, наставляет, строг он с ним в этих вопросах, но при этом сам ничего из этого не выполняет. Или даже своими действиями противоречит тому, к чему он призывает своего ребенка. Либо призывает свою супругу, либо порицает своих родственников за какие-то проступки, которые они совершают, своих родителей, может быть, даже друзей, коллег. С кем встречается, он постоянно ходит, да, например, или порицает, либо же он старается людям объяснить, благую весть довести. Но при этом, если он сам этого не придерживается и говорит то, что он сам не делает, это очень страшный поступок. И с очень страшными последствиями, которые мы указали. Но в то же время это не значит, что человек, который сам не выполняет что-то, он должен перестать других призывать. Если у него есть знание, и он видит, что человек, находящийся рядом с ним, он ослушается Аллаха, он совершает предосудительное, либо делает какие-то упущения в религии, в то же время, как его семья, как его дети могут быть, он их воспитывать должен, с него ответственность призыва и побуждения к одобряемому не снимается. Также у нас хадис, да, пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям: «Ман раа минкум мункаран, фалюгайрху биядихи, фаин лам ястати' фабилисанихи, фаин лам ястати' фабикальбихи». Если кто-то из вас видит что-то предосудительное, пусть остановит это руками,
если он имеет власть над этим человеком, либо же остановит это своими словами, предостережет человека, либо же хотя бы в сердце он будет порицать это действие. وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ, и это и самое слабое проявление веры. Получается, если человек сам не совершает, но это не снимает с него обязанности все равно людей побуждать и людям объяснять. Почему не снимается? Да, и, во-первых, из-за хадиса, который мы указали, и также повеление Аллаха Субханаху ва Тааля: «Вальтакум минкум уммату яд'ауна иляль хайр ва я'муруна биль ма'руфи ва янхауна аниль мункар». Пусть из вас будет община, которая призывает к благому, побуждает к одобряемому и предостерегает от предосудительного. Вот. И также нужно понимать, что, получается, человек, который призывает, но сам не выполняет, он впал в один грех, скажем, да? Он ослушался Аллаха в одном. Но если он и не делает, и не призывает, не побуждает, не обучает, имея знания об этом, имея влияние на других и имея ответственность над другими, он, получается, уже сделал два проступка. Он сделал уже два проступка. И сам не делает, и других не призывает. И поэтому положение того, кто сам не делает, но хотя бы призывает к этому, оно все равно считается лучше, чем тот, который и не делает, и ничего еще другим не призывает. Вот. Но на что же этот аят указывает? Этот аят для того, чтобы побудить нас к действиям, а не для того, чтобы оставить вообще все. Это для того, чтобы побудить человека к действиям. Раз уж ты объясняешь людям, то сам в первую очередь стань тем, кто это совершает. И тогда ты выполнишь оба блага. Ты сам выполнил, и еще другим это обучил. И также эффект от того, когда ты сам выполняешь и другим обучаешь, он намного лучше. Если, например, ты ребенка своего даже, скажем, или родственников чему-то побуждаешь, скажем, даже заучиванию Корана, чтению Корана, изучению религии, если ты сам тоже будешь это делать, ребенку это лучше зайдет. И он будет брать тебя в пример. Но если, например, отец, скажем, или мать чуть ли не ремнями заставляет ребенка заучивать Коран, изучать религию, но в то же время сам в это время лежит на диване с телефоном, либо лежит, телевизор смотрит, либо еще что-то, чем-то занимается. Это ребенок он совсем по-другому будет воспринимать. Он не будет уже воспринимать отца как некий пример, урнек и так далее. Значит, Аллах Субхану ва Тааля предостерегает от подобного качества. Еще раз повторим аят: разве вы побуждаете людей к благому, но при этом забываете себя? Ва антум татлун аль-китаб, и в то же время вы сами читаете книгу. Афаля та'акилун, как же вы не разумеете? То есть человек, это удивительно, ведь человек знающий, обладающий знанием в этом вопросе, он сам в первую очередь должен остерегаться ослушания, остерегаться греховного, и сам в первую очередь должен спешить к совершению благого. И это признак его разума. Но если же он знает, но при этом не выполняет, это признак того, что человек неразумен, у него нет понимания. Он что-то выучил, он что-то прочитал, он что-то услышал, но если он это в жизни не выполняет, значит, он не понял этого. Значит, он не обладает разумом. Далее Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Васта'ину биссабри вассалати, ва иннаха лакабиратун, илля аля аль-хаши'ин». И прибегайте за помощью к намазу и терпению. Воистину это тяжко, но не тяжко для страшащихся, для боящихся Аллаха Субхану ва Тааля. Илля аля аль-хаши'ин. Прибегайте за помощью к молитве, к намазу и к терпению. Иста'ину биссабри вассалям. Что значит прибегайте за помощью? Это значит верующему человеку в трудностях жизненных, в каких-то невзгодах, переживаниях, волнениях,
ему, чтобы преодолевать эти трудности, необходимо обращаться к намазу и обращаться к терпению, быть терпеливым. И этому пример пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, он обращался к молитве в трудной ситуации, как, например, перед битвой при Бадре, выполнял 2 раката намаза и обращался к Аллаху субхану ва тааля с мольбой. И это знает, эффект этого намаза, этой молитвы в тяжелой ситуации знает человек, который привык к ней обращаться. Действительно, как происходит, да, человек одолевает некий страх, у человека какие-то проблемы на работе, человек поссорился с супругой или с родственниками в семье, да, у него дети, например, проявляют некую непокорность, непослушание. И, как правило, человек впадает в некую депрессию, некий гнев, скажем так, и ничем полезным не занимается, можно сказать. А что нужно делать? Встань на намаз. Какие-то тревоги есть в сердце? Встань на намаз. Проблемы в жизни возникли? Встань на намаз. Мы сейчас в первую очередь, конечно, говорим фард намаз, но мы, альхамдулилля, выполняем фард намазы. Но у нас есть нафиль намаз. Можно в любое время взять, встать на намаз, на молитву. Ночную молитву, дополнительную нафиль молитву. И уже в этой молитве обращаться к Аллаху субхану ва тааля и просить у него помощи. То есть у нас как происходит, да, человек, когда у него какие-то проблемы, он бездействует, впадает в какое-то уныние или наоборот даже подается в грехи, как это часто бывает. Да, если посмотреть на невежественных людей, далеких от религии, если у него какие-то проблемы, невежество, он впадает в грехи. Да, в пьянку, например, там, да, в запой уходит, там, или еще в какие-то грехи впадает. Да. Но верующий человек, он обращается к молитве. Он обращается к тому, что сильнее всего связывает его с Господом этого мира, который обладает над всеми, который властен над всеми, и для которого решение наших проблем, оно никакой трудности не составляет. В какой бы ситуации мы ни оказались, Аллаху субхану ва тааля решить эту задачу, эту нашу ситуацию, показать нам выход, это никакой сложности, трудности не составляет. И поэтому удивительный человек, положение человека, когда у него проблемы в жизни, он опускает руки. Не нужно опускать руки, а надо действовать. Каким образом действовать? Обращаться к Аллаху субхану ва тааля в первую очередь, намаз читать и прибегать к молитве. И также вастаину бис сабри вас саля, и прибегайте к терпению, сабр. Прибегайте к терпению. В первую очередь терпение необходимо при выполнении обязательств, повеления Аллаха субхану ва тааля. Во-вторых, терпение необходимо, когда человек впадает в соблазн к греховному, к запретному. Ну и в-третьих, терпение необходимо, когда нас постигают разные жизненные трудности, невзгоды. И вот эти виды терпения мы указали по значимости их и по достоинству видов этого терпения. Самая высшая форма терпения и самая сложная, самая приносящая больше всего награды, можно даже так сказать, это терпение при выполнении повелений Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Почему? Потому что терпение, когда выполняешь повеление Аллаха, оно несет в себе 2 действия. Первое – это выполнение этого действия, и второе – удержание своего нефса от лени, от беспечности, от небрежного отношения к этим приказам. 2 действия. Само выполнение действия, например, человек, встающий на намаз, он сам должен это действие выполнить и при этом удержать свой нефс от лени и от того, что мешает выполнить обязательства перед Аллахом. Вторая степень терпения – это терпение к ослушанию, к запретному. Почему она чуть ниже степени? Потому что здесь требуется лишь что? Удержание нефса от того, чтобы не сделать этот грех. И потом третье – это уже терпение к жизненным трудностям, потому что жизненные трудности, тебе здесь ничего не нужно делать. Тебе нужно лишь
проявить терпение, оно в любом случае тебя коснулось, в любом случае эта проблема тебя постигла, и ты уже никуда не денешься. Тебе нужно лишь, проявив довольство, проявив терпение, пережить вот этот промежуток в жизни. Вот. Но тут, как ученые говорят, не говорится абсолютно, потому что, например, порой каждого индивидуально может быть. Порой кому-то совершение повеления Аллаха Субхану ва Тааля, оно может быть очень легко и трудностей не составит. Но при этом удержать себя от запретного, например, ему тяжелее. Либо его в жизни постигло такое потрясение, как потеря близкого родственника и любимого человека, оно очень тяжело для него может быть. Но если в общем говорить, вот так разделяют виды терпения по их значимости. Первое – терпение, когда ты выполняешь повеление Аллаха. Вторая степень терпения, когда ты терпишь, чтобы не ослушаться Аллаха и не впасть в грех, в запретное. И третье – это терпение при жизненных трудностях, да, по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. И это, что это? То есть, и это, оно тяжко, кроме как для богобоязненных, кроме как для тех, кто боится, страшится. Что значит это? Ученые сказали, толкователи Корана, что слово «это» может возвращаться как к намазу, да, что намаз тяжек, сложен, либо и к намазу, и к терпению. Что чтение молитвы, выстаивание молитвы и проявление терпения, оно сложно. Но не сложно для кого? Аля аль-хашиин, для тех, которые страшатся, которые смиренны. Которые смиренны. Что значит смиренны? Значит, те, которые уверовали в Аллаха Субхану ва Тааля, Его послание, и смиренно, покорно Аллаху выполняют Его повеления. Которые, далее Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Аллазина язуннуна аннахум муляку раббихим ва аннахум илейхи раджиун», которые убеждены в том, что они встретят своего Господа, и они вернутся к Нему. Для этих людей ни выстаивание молитвы, ни проявление терпения не является тяжким. Для них это легко. Почему это легко? Потому что они убеждены, что судный день будет, что он предстанет перед Аллахом Субхану ва Тааля, и за этот намаз, который он выполняет, выстаивает, он получит награду. Он получит награду. Да, и поэтому здесь есть связь от убежденности, от смиренности, от богобоязненности человека с его поклонением. Если его отношение к молитве, к намазу, к тому, как он ее выполняет, оно очень плачевное, слабое, он выполняет молитву быстро, да, лишь бы сбросить с себя, следовательно, в его сердце нет должного понимания того, что такое молитва, и должного страха перед судным днем. Но если же он относится к молитве ответственно, серьезно, внутри молитвы у него есть хушур, смиренность, он выполняет ее вовремя, со всеми условиями, да, со всеми суннатами выстаивает ее, изучает молитву, он изучает значение сур, которые он читает, изучает значение молитв, которые он читает в молитве. Почему он все это изучает? Для того, чтобы эту молитву выполнить еще более лучшем виде. Вот это его отношение. Почему у него такое отношение к молитве? Потому что в его сердце страх и убежденность во встрече перед Аллахом, с Аллахом Субхану ва Тааля и перед отчетом в судный день, оно сильное. И поэтому, как и говорят, «Ман кана биллахи ахваф, ман кана биллахи а'раф, кана минху ахваф, ва ли ибадатихи ахрас». Тот, кто боится Аллаха и более богобоязненен, то тот, кто познал Аллаха, знает об Аллахе, он более богобоязненен и более стремителен в поклонении Ему. Более стремителен в поклонении Ему. И вот этому человеку, ему молитву трудность не приносит.
Наоборот, взять в пример праведных предшественников, взять в пример пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, который выстаивал ночную молитву, даже не фарз намаз, да, а ночную молитву, до тех пор, пока у него пятки не начинали трескаться и кровоточить. И подобными были сподвижники. Они выстаивали молитву долгими, фарз намазы выстаивали очень долго. Даже приходит от некоторых сподвижников, что когда, например, они читали зухра намаз, или намаз даже, да, или намаз, это намаз, который даже вслух не читается. Имам про себя читает, никто не слышит, что там читается. Они успевали дойти до, например, по своей нужде дойти до Бакия, до кладбища, да, там, если у кого-то нужда была справить свою нужду и так далее, и вернуться, и имама застать все еще в молитве. То есть могло пройти 20-30 минут, может даже 40 минут, они выстаивали какую молитву? Зухр намаз. Зухр намаз, в котором даже имам читает про себя, не слышно ничего, что он читает. И фаджр намаз, да, утренний намаз, долгие намазы были, айша намаз, долгие намазы были, и им это трудности не составляло. И для них это было, наоборот, в радость. И как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорил Билялю: «Арихна биха я Биляль». О, Биляль, дай нам отдохнуть в ней, в этой молитве. Такими словами призывал сказать его камат, чтобы намаз начать читать. «Арихна биха я Биляль». Да, дай нам отдохнуть в этой молитве. Для них это не было сложным, для них это не было тяжелым. Почему? Потому что они были хашиин, смиренны, богобоязненны, убеждены, что они предстанут перед Аллахом Субханаху ва Тааля, и за эти действия они получат награду. Но как в мирской жизни, если человек знает, что он, совершив вот это действие, он получит, скажем, зарплату, или совершив определенный поступок, он получит какую-то премию, или получит похвалу, например, ребенок похвалу от своих родителей получит, или получит какую-то оценку, у него есть убежденность, ему выполнение этого действия, оно лишь в радость. И оно несложно для него. И также здесь человек, который убежден, что вот эта молитва, которую ты выстаиваешь, встаешь перед Аллахом Субханаху ва Тааля, ты за нее получишь награду. И величина награды зависит напрямую от чего? От того, как ты выстоишь эту молитву. Если ты быстро-быстро, без смиренности, с мыслями о своих, да, мирских заботах, да, скажем так, выполнил быстренько, ушел, соответственно, твоя доля от этого намаза будет подобна твоему действию. И убыток от этого понесешь лишь ты сам. И в судный день человек, встав, он увидит же все это. И он будет сожалеть о том, что он не уделил должного внимания этому поклонению. Он проявлял некая беспечность, он проявлял некое легкомыслие, он не изучал молитву, он не улучшал молитву дополнительными сурами заучивая, дополнительными молитвами произнеся их, удлиняя свой суджуд, удлиняя свой руку. Ведь каждое вот это нахождение в руку и в суджуде, это тебе самому на пользу. И вот человек, убежденный в судном дне, он это знает. Он все это знает, и, следовательно, выстаивание молитвы никакой труда ему не приносит. Он, наоборот, радуется, потому что у него появляется еще одна возможность приблизиться к Аллаху. Когда наступает очередной намаз, призыв к молитву, у него в сердце радость. Потому что вот оно. Я буду выполнять то действие, которое сильнее всего любимо Аллахом. Ведь в хадисе Кудси Аллах Субхану ва Тааля что сказал? وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Мой раб приближается ко мне сильнее всего посредством тех дел, которые я вменил ему в обязанность, фарз сделал. И вот эти фарз-намазы, это то, посредством которого мы ближе всего становимся к Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому человек, убежденный в судном дне, со встречи с Аллахом Субхану ва Тааля, он спешит к этой молитве, и он старается выполнить ее наилучшим образом. На этом завершим, иншаллах. Субханак Аллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. الله أكبر الله
الله